Открытие выставки Тамбовского областного краеведческого музея выдалось по-настоящему масштабным. Множество неравнодушных людей посетили музей боевой славы имени Ардземба, чтобы собственными глазами увидеть уникальную экспозицию, презентация которой состоялась в рамках ответного визита Тамбовского областного краеведческого музея в нашу республику. В минувшем 2023 году, в год 30-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии 92-93 годов, по инициативе присутствующего здесь Чиликина Андрея Игоревича была организована планшетная выставка в Тамбовском областном краеведческом музее об Отечественной войне народа Абхазии и победе в этой неравной войне. Выставка называлась «Мы шли на смерть, чтобы жить». Эту ставшую крылатой фразу первого президента Республики Абхазия Владислава Ардземба в Абхазии знают все, а теперь и в России. Я хочу сказать большое спасибо. Большое спасибо всем, кто поддерживал наш выставочный проект. Это и Министерство культуры, и Российской Федерации, и Тамбовской области, посольство Российской Федерации здесь, в Республике Абхазии. Россотрудничество, большое спасибо и низкий поклон вам. Конечно же, самый большой, самый низкий поклон – это всему музею и музею Чичиковне. Мы здесь привезли, вот вы сейчас получаете книги. Это «Примите мою любовь» назвали эту книгу. Это первые слова архиепископа Луки на Тамбовской земле. Вот с этих слов начинается первая проповедь Луки на Тамбовщине в феврале 1944 года. Ну и там рассказывается вот как раз и о музее, и о фондах этого музея, которые создавали сотрудники Тамбовского областного краеведческого музея. В преддверии 9 мая Тамбовский областной краеведческий музей привез для демонстрации жителям Абхазии обширную планшетную выставку под названием «Восхождение к победе. Читая дневники Вячеслава Гроздова». Экспозиция представляет современное прочтение уникальных документальных свидетельств периода Великой Отечественной войны, дневников подростка Вячеслава Гроздова, сына Тихона Гроздова, прославленного в Советском Союзе хирурга. Выставка также рассказывает о пребывании в Тамбове архиепископа Луки, главного хирурга-консультанта тамбовских госпиталей, профессора, ученого с мировым именем, оставившего неизгладимый след и в науке, и в духовной жизни. Абхазия известна своим трепетным отношением к памяти о великой победе советского народа. Это наследие именно то, что представляет собой наши общие ценности. Этот героический боевой путь навеки связал наши народы. Наш общий долг – сохранить память о подвиге нашего народа. Отдельные слова благодарности хочу адресовать всем ветеранам. Я хочу поблагодарить организаторов этого мероприятия и гостей наших, приехавших из Тамбова и предоставивших такие материалы интересные. К сожалению, не все получилось, что они планировали, но даже то, что мы здесь видим, это впечатляет, конечно. Это очень важно, и хочется, чтобы как можно больше молодых людей слышали о том, что здесь происходит, потому что эту память мы должны передать молодому поколению. С городом Тамбов мы дружим давно уже. В 2011 году между нашими городами был подписан побратимские отношения. Мы взаимодействуем по всем направлениям. Из маленькой Абхазии 50 тысяч ушел на фронт, из них половина почти не вернулась. Вот эти вот все моменты должны знать наши дети и подрастающее поколение. Выставка – искреннее и глубокое повествование от первого лица о суровых и героических буднях города-госпиталя Тамбова. Во время Великой Отечественной войны Вячеслав Гроздов помогал отцу в госпиталях, работал санитаром, делал зарисовки операций, портреты раненых, которые те отправляли домой, вел рукописный дневник, на страницах которого оставил записи и об архиепископе Луке. Война – это зло, которое надо искоренять. Нацизм, он существует и сегодня. Почему мы говорим «великое»? Потому что мало без великое. Все народы встали на защиту своего Отечества. И многие сыновья нашей страны абхазской отдали свои жизни для того, чтобы здесь не было этого нацизма. В этой войне погибло около 50 миллионов человек.
я вспомнил, что в организме человека примерно 7 литров крови. И вы представляете, когда я это все перемножил на количество погибших людей, я понял, что выражение «земля, омытая кровью» — это не просто слова, а это действительность, к сожалению. Торжественное открытие выставки посетили многие политические и общественные деятели Абхазии. По завершении официальной части мероприятия Андрей Чиликин лично провел ознакомительную экскурсию для присутствующих. Также стороны обменялись памятными подарками. Мы вам дарим нашу неваляшку, и она эксклюзивная, больше таких нет. Спасибо большое. Мы без ответного подарка вас не можем отпустить. Вот здесь сборник Александра Орлова-Кречмера «Образы Абхазии в 3 томах». И мы хотим, чтобы у вас в музее эти тома находились, и чтобы наша история была сохранена в вашем музее. У нас уже общая история. Рада Чачава, Заур Кварчия, Абхазское телевидение.